присоединиться скоро, будет Эдгар, изучать. я немножко вас перебью. Если вы разрешите, с вашего разрешения, я буду немножко вести запись, но выкладывать буду только по вашему, как говорится, желанию, чтобы это Да, осталось окей, в моменты. Да. я всегда говорю и пишу то, и в том числе в личных сообщениях, за которые готов понести Все, ответственность. спасибо вам огромное, чтобы это осталось Пишите. у нас, как Без говорится, проблем, все эти пишите, наши пишите, беседы. без проблем. Спасибо, спасибо большое. У меня нету. Я что говорю здесь, я говорю публично. И то, что я даже пишу в личной переписке, мне не стыдно, и я могу спокойно выставить то, что я говорю и думаю. Мне смысл жизни теряется человека, если он тут говорит одно, там другое. Поэтому я понимаю вес и значение моих слов и благодарю. Да. Ну, что вам сказать? У нас мы стоим, к сожалению, я начну с плохих новостей. Мы стоим на грани уничтожения. Мы стоим на грани уничтожения. Вот эти все раздумья заставили меня снова и снова начинать просвещение. Как говорил наш философ, ученый Карагин Нежде, человек должен редко говорить, но когда он говорит, он должен такую правду выставлять, чтобы эта правда в самом темном небе была как молния, которая вот за несколько сотых секунд осветила все предметы вокруг и потом снова исчезнет. Вот как-то я так понимаю, лучше руководствоваться словами Отто фон Бисмарка. У него есть золотые слова по этой теме. Говорит, всю правду сказать невозможно, но то, что говоришь, должно быть правдой. Это очень серьезные слова, и я всегда стараюсь придерживаться вот именно этого постулата. Не все возможно сегодня говорить. Если сегодня людям сказать все, что есть, то действительно начнется бойня. Поэтому будем выдавать информацию потихонечку, чтобы люди привыкали к видению правды. Ну, что мне сказать? Мне действительно очень жаль видеть плачевное состояние чеченского народа, черкесского народа, это всех народов, особенно коренных нашего Кавказа, региона. Мы действительно очень сильно пострадали, нас побили, нас очень сильно побили. Мы выжили, да, мы выжили, но мы видоизменились. Мы приняли чужие ценности и пытаемся как-то себе создать такой стержень, об который мы вот будем держаться за этот стержень и идти вперед. Вот как-то так. Если есть вопросы, задавайте, я буду отвечать. Спасибо. Ребят, кто хочет задать вопросы, скажите, я включу микрофон. Эдгар или Эдуард, как правильно? Извините. Эдуард или можно просто Эд? Благодарю. Эдуард, у меня такой вопрос. Мы с вами буквально вчера разговаривали по поводу вот этих моментов касаемо архивов, касаемо нашего алфавита. Очень интересная тема. После того, как я выставила нашу маленькую короткую запись, где мы с вами только познакомились, можно сказать, было очень много вопросов в личку. Очень много ребят просили, чтобы мы сделали этот эфир, основной, к которому мы готовимся. Ну вот немножко маленький такой анонс, то, что вы немножко знаете о чеченском народе, о нашем архиве, о нашей письменности, как это все как бы случилось, что мы потеряли эту письменность, потеряли свой алфавит, как это вообще можно все восстановить, какая-нибудь маленькая такая надежда, как говорится, о том свете, как в черном коридоре, чтобы появился свет в нашей национальности, если можно. Давайте, значит, начнем с перевода слова «нах». У многих чеченцев есть предубеждение, которое внушили, что «нах» – это «ной». Но давайте попытаемся перевести слово «нах» с армянского языка на русский. «Нах» означает в первую очередь основатель. «Нахарар» – предсоздатель. «Нах еварач» – в первый раз. «Нах», первый. «Нахабан» – предисловие. Да. Значит, согласно армянской
армянского учения митраизма не было Ноя. Был патриарх Ман. Патриарх на армянском языке означает Нахапет. Люди, которые написали Библию, они разделили слово Нахапет, патриарх, на два слова. На и Хабет. Ной и Яфет. Ну, это мнение наших друидов. И об этом в некоторых источниках написано. Что, ну, хотя бы в шумерских источниках. И слово Нахараж, Нахабан, Нахеварач, Нахачаш. Нахачаш – это завтрак. Нахачаш означает предобед. Предок. Нах. Предок. Но не Ной. И начнем оттуда. Значит, мы все являемся, вы, мы, лезгины, грузины. Мы все носители наследия Араты. Страны, которая называлась Арата. Благодаря российским ученым, это вошло в обиход слово Урарту. Но это слово Арата. Мы носители именно этой цивилизации, потому что и у вас, и у нас, и у многих народов Кавказа сохранились некоторые слова из языка страны Арата. Страна Арата боролась с самым большим в мире семитским государством под названием Ассирия. 1000 лет была война между Аратой и Ассирией, вследствие которой Ассирия была разгромлена. Ассирия была разгромлена, и появились производные, то есть не производные, а продукт распада Ассирии. Это евреи, ассирийцы, халдейцы, кто там у нас еще. Ну, в общем, там очень много, ну, почти вся Передняя Азия. Плюс еще Саудия. Саудия была частью Ассирийской империи. В Библии есть очень интересный момент о Вавилонской башне. Вы, наверное, все слышали про эту башню. Да, слышали, да. И эта башня имела совершенно другое значение, совершенно другое. Это были солнечные башни. Они были настоящие солнечные башни для генерирования солнечных энергий. Это там типа достичь Бога и так далее. Это уже библейские сказки, извините за выражение. Но библейские сказки основываются на мифологиях. Мифологиях разных народов, которые перекрутили, приспособили, и благодаря библейским сказкам появились 3 основные афромические религии. Ну, у каждого свой градус нетерпимости к другим народам и религиям. Вы это прекрасно знаете. Что известно о чеченцах? О чеченцах известно то, что они носители наследия Араты, так же, как и мы. Курды в том числе, и медийцы, и другие народы региона и Кавказа в частности. Вы описаны в наших источниках как люди Нахчамадьян. Чтобы понять, что такое Нахчамадьян, я снова разделим это слово на 2 части. Нах – это первоначальный, а Мадьян – это журнал, книга. Например, есть дата Мадьян, означает судебник. Арухча Мадьян, оздоровительная книга. Ну, книга «Как лечить заболевания». Мадьян – это означает книга, собрание сочинений, собрание рукописей. Да. То есть вы указаны как одни из первых людей на этой планете, как и мы. Да, вы имеете в виду именно? Что? Чеченцев, да, вы имеете в виду? Ну, конечно, вы же описаны как Нахчамадьян, означает первобытные книжники, люди из книги. Люди книги. Люди, состоящие в первой книге. Так можно еще перевести Нахчамадьян. Мадьян – это означает книга, написанная вручную. Поэтому у нас есть хранилище древних рукописей Матенадаран. Там у нас начинаются, письмена, которые остались после христиан, потому что дохристианские письмена все почти уничтожены.
только можно там прочитать по клинописям. Значит, вот Мовсес Хоренаций, Фавстос Бюзандаций, эти все наши древние историки, в том числе и Моисей Калантуйский, Мовсес Каганкатвеций, Хованес Драстнакерци, они вас описывают как народ нахчаматян. Значит, во время разгрома хазарского каганата вы опять упомянуты в качестве подсобной силы при поражении государства Хазария. Ну, страна Хазария, государство Хазария. Значит, Дагестан описан как страна Таласпаж. Вы же описаны как страна нахчаматянов. То есть людей из первой книги. То есть люди первого выпуска. Да. Ну так, немножко с юмором. Вы не молодой народ. Вы не молодой народ. К сожалению, огромное количество вашего наследия было уничтожено, присвоено и атрофировано. К сожалению. Извините, что так говорю. Может, я немножко резок в своих оценках, но то, что я знаю про вас и то, что я вижу сегодня, это совершенно разные кондиции одного и того же народа. Но сохранилось то, что осталось еще со времен Урарту, Араты. Это свободолюбие. Чеченцы свободолюбивый народ. А они не агрессивный народ. Потому что агрессивность народа это не стрельба из автомата в городе или там вот эти разборки. Агрессивность народа, это говорит, это определяется радиусом боевых походов. Так вам скажу. Понятно это. Смотрите, я вас немножко перебью. Я извиняюсь 1000 раз. Сейчас к нам присоединился наш историк, князь его звать. Он чеченец, он знает, как говорится, больше, чем мы в истории. Вот я очень хотела, чтобы вы вместе были в этом эфире. Князь Машвова, у нас сегодня очень интересный гость, Эд, армянин, тоже немного историк. Ну, его полную биографию по Википедии я не знаю, потому что он не говорил, кто он и как. Но если будет, как говорится, интересно, давайте сегодня какой-то вот такой интересный диалог и интересный спич сделаем. Вообще мы планируем крупный эфир, где, как говорится, на большую платформу людей. Вот. И Маштова, князь, слышно меня? Да, конечно, Маша, выпряги. Это князь, это Эд. Вот. Приветствую всех. Здравствуйте. Я вчера маленько план, который скидывала прошлый эфир, маленько ознакомился. Там, кажется, где-то минут 50 было, да? Сначала психанул, без обид. Раз мы это самое про историю, вас представили мне как историка, я где-то на 20-21 минуты психанул, отключил. Вот, думаю, Флайн попросила, да слушаю. Ну, я не знаю, я очень уважаю. Я вступление небольшое сделаю, да, Эд? Да. Вы, давай на ты. Я так думаю, что, наверное, мы с тобой одного возраста. Да. Ну и на всякий случай скажу, я 61-го года рождения. Я 70-го? Да. Угу, ясно. Ну, нормально, близкий возраст. Позволительно общаться на «ты». Я просто скажу одну вещь, да, вот у меня все чеченцы, там, кавказцы, я живу в Красноярске, да, в Сибири, много лет, 79-го года, и мне всегда удивлялись и говорили, почему, говорит, тебя одни армяне окружают, почему у тебя, говорит, все, говорит, хорошие друзья, которые постоянно у тебя дома,
армяне. Особенно был у меня хороший друг, который 3 года назад умер, да, Олег Сергеевич Демирханов. Не слышал о таком человеке? Нет, к сожалению, нет. Да, академик, народный архитектор Советского Союза, поэт, философ. Чем сказать? Например, на Волокамское шоссе, где вот памятник стоит, помнишь, под Москвой? Да, на Волоколамском направлении. Волоколамское шоссе, да. Это его проект, это он делал. А остальных там и по миру, и там Кубе, Финляндии, Монголии, там на Дальнем Востоке, Сибири, везде он очень много проектов, как всегда армяне на высочайшем уровне. Даже нынче, то вчера маленечко там заика это самое касался турецких армян. Там действительно там много, пару миллионов, кажется, армяне-мусульмане. Даже, что такое сейчас, даже Эрдоган, подпись его, нынешняя подпись, которая расписывается Эрдоган, кто придумал, знаешь? Да, армянин, знаю, да. Да. Кто там дворец этот самый султана там великолепного, как его, Сулейман Султан? Дворец кто строил? Мимар Синан. Да. Кто этот фильм, когда снимали композитор, вся музыка в великолепном веке, кто писал? Армяне. Да. Алфавит, нынешний алфавит переделал этот Хакоб Дилачаш. Знаю. Я знаю, я видел могилы мусульман-армян. Я видел. Да. Я ходил по мусульманским Но деревням. это я тебе так вступление делаю, да, что я действительно очень уважаю армян, да, но я очень люблю, когда искажают историю. Очень многие армяне, вплоть ученые, с которыми я там в 90-х годов, профессора, академики, с кем я общался, очень многие, не специально, в силу того, что так было установлено в Советском Союзе, особенно после депортации, и после того, как в 1932-1934 году, когда Академию наук Николая Яковлевича Мар, да? Да, Николай Яковлевич, да. Да. Когда Академию разогнали, многих посадили, некоторых расстреляли, его Сталин не тронул. Скорее всего, в силу того, что он был с Грузии, Мар сам родился там, это самое, но это один из того периода сильнейший историк, который рьяно рассказывал, не рассказывал, а занимался историей чеченцев. И доказывал. И Сталин, когда разогнал Академию наук, сказал, это не фейк, не какой-нибудь, не слухи, это достоверные источники. Сталин сказал, не хватало, что какой-то маленький народ, которым он сам по себе, в силу того, что он бывал много раз на Кавказе, общался с чеченцами, и там были очень много нюансов, которые нелицеприятные были для Сталина в те годы. Не хватало, чтобы этот народ оказался чуть ли не основателем всей цивилизации земной. И, крест поставил. А после 40, и сам понимаешь, не то что чеченских, там и грузинских, армянских, там и русских, всех там ученых, всех он косил, как вот типа кустарники такие вот, бывают же вот однотипные, скошенные. Вот так где-то что-то вылезло, косят. Также он косил всех, кто там умом маленько начинал отличаться. А после 1944 года, когда сам же вчера, кажется, ты заикался о месячном уничтожении Грозного на площади, все, что касалось истории чеченцев, всех книг, все. И потом еще и
уничтожались эти средневековые древнейшие замки, башни, все эти сторожевые, сигнальные, жилые, боевые, все это самое, все башни, все это уничтожалось историей чеченцев. И установка была всем соседским народам, осетинам, грузинам, армянам, дагестанцам, забирайте, присваивайте себе историю чеченцев. Что без обид, рьяно, в первую очередь, очень хорошо взялись армянские историки, так, чуть-чуть грузинские, осетинские тоже хорошо, и дагестанские очень хорошо. Поэтому... Маршвел, да. Извиняюсь, Бяхмилюла. Сейчас, смотри, я что хочу сказать. Вот Эд, насколько я понимаю, у него абсолютно никакой предвзятости нет. Я в нем это не видел, несколько эфиров. Да, Фридом, поэтому просто мы сейчас неправильно уйдем не в ту сторону. Нет. Я делаю, я вступление небольшое делаю. Я делаю всего лишь вступление для того, чтобы без обид на меня Эд не обижался. Я еще раз подчеркиваю, я глубочайшим уважением отношусь к армянам. Но когда он вчера говорил насчет Нахачевань, их 5 городов, и в Персии, и в Грузии, и в Армении, и там где-то их 5 городов до еще образования города Нахачевань, который сейчас вот это самое, где вот Армения, Азербайджан, до этого еще были Нахачевань города, 5 их. И говорить, что Нахачевань это, я понимаю, армянское, Нахары, Нахачевань, первый, великий, изначальный от Наха, это армянское слово. Но это, давай подходить к этому вопросу по-другому. И он же говорил, что у нас единение во всем этом есть. Подожди, князь, немножко сейчас Нет. мы эту тему. Эд никогда в своих спичах не говорит, что там армяне великий народ, который там строит историю. Флайнг, не в этом вопрос. Армяне великий народ. Это я никогда не буду отрицать. Хоть убейте меня, армяне великий народ. Но я, как историк, это самые неточности шлифую. Хорошо, там еще, ладно, тогда не будем на Нахачеване останавливаться. Насчет там хеты, хаты, кахетия, тут тоже ты ошибался, потому что кахи, древние, до картвелского времена, когда еще, сам знаешь, фарнавазы, когда это самые персы переселили картвелов на Кавказ, там кахи были. Кахети, это там все эти, это грузинское окончание местности. А хаты никакого отношения к этому не имеют. Это догрузинские еще народы и названия народов хетов и хатов. И припрессовывать сюда, что кахети, там эти, там... Что там еще, я уже забыл. Уже когда перебивает, я маленько начинаю это самое. Ну, что, насчет Алании тогда, это самое, чтобы закончить, чтобы вас это самое, вы ничего не подумали. Насчет Алании, понимаешь, от Кубани, от Дона до Дербента, Алания, это было единое государство до монголо-татар. Да, туда входило где-то, это конгломерат народов, федерация, по-современному говоря, туда входило где-то 15 народов, может 20, я не помню сейчас, 15, может 20, так вот, в этом ракурсе. Туда даже входили современные нагайцы. Я с нашими историками, не то что с нашими, со всеми историками даже спорю до сих пор, что асы, которые, европейские все историки утверждают, что асы это аланы, и начинают там осетины относить их к себе, к осам, овсы, овсетия, это грузин, это опять же грузинское там окончание.
овсы и асы, это никакого отношения к осетинам тоже не имеет. Асы – это тюркский народ. От кипчаков, тополовцев. Ну, современные, я бы даже сказал, что это нагайцы. После них, после распада Алании, вот эта Ногайская Орда, по-простому будем говорить, чтобы не вдаваться в тонкости, и туда же входили, возможно, там 2-3 тысячи человек было осетин, входили в ту же Аланию. Некоторые там народности Дагестана тоже там в пределах там максимально 7 тысяч человек, да, общей сложности, ходили в Аланию. Но государственный язык, цари все аланские, это были чеченцы. А ты вчера сказал, что чеченцы типа как никакого отношения к аланам не имеют. В этом ты ошибаешься, понимаешь? Ну ладно, тогда я не буду это самое. Насчет Нахары я тебе могу говорить, насчет дворянства Армении, что Давид Сасунский, Сасаны, Сасейны, все в Армении, которые еще 100 лет назад Сасаной, знаешь эту самую провинцию, еще 100-120 лет назад армяне не понимали их язык. Но сейчас уже они армянировались и уже все потерялись. Это тоже, ну, короче, ладно, я тогда не буду спорить, никаких таких претензий. Я кое-какие точности хотел еще много говорить, но тут подумали, что я хочу что-то с тобой там делить. Нет, Я не нет, князь, подожди. Мы ведем деструктивный диалог. Мы хотим как бы поговорить, каждый, чтобы сказал свое мнение, к тому, чтобы ты понимал, что он не несет в наше общество, не пытается навязать нам какую-то, да, армянскую цивилизацию, какую-то историю касаемо, что армяне там выше, ниже, там, я не знаю, на уровне. Он вообще несет, как говорится, в толпу то, что армянские и чеченские народы, они имеют право на свою самоидентичность изначально. Он за то, чтобы армяне существовали и чеченцы. Бек Набила, я никогда, ты знаешь, никого не перебиваю. Но неужели ты думаешь, что я в этом плане что-то мог подумать? Я прекрасно все это знаю. Но раз мы про историю, я же не про политику, не про мораль, я про историю. Да. Чтобы наш гость немножко не обиделся. Мы тебя слушаем. Да не обижайся, это очень естественно, очень нормально. Во-первых, советская историография, она была конъюнктурной, как вы все знаете. И окончание «и», уважаемый князь, это арадское, урартийское окончание. Оно практически у армян не сохранилось. И окончание. Например, простой вот арцив, да, арцив. Слово арцив, которое у вас, по-моему, эрзи, орел. В арадском языке, в урартийском языке, давайте я буду говорить урартийский, чтобы было понятно. На самом деле это Урарту, это ассирийское название страны Арата. В урартийском языке все окончания слов заканчивались на звук «и». Арцив, арциви. У чеченцев это стало арзи. Арюц, арюци. Ханзур, ханзури. Сегодня мы говорим ханзур, но в урартийское время мы говорили ханзури. Что касается Нахичевана. Нахичеван это не город, это огромный регион. Это не город. Там есть маленький такой городишко под названием Нахичеван. Но провинция сама называется Нахичеван. Нахичеван. Там была деревня Чече. Это тоже факт. Была деревня Чече. Так и называлась Чече. Да. Она разрушена. Что касается, возможно, версия того, что чеченцы северный народ, а не народ с Армянского Нагорья. Возможно, это правда. Возможно, это правда. Я не истина в последней инстанции. Я могу сказать одно, что чеченцы описаны у нас, описаны с очень поздних времен, И вы один из старейших народов региона. Я это могу сказать. Исследований нормальных по вашей тематике практически не проводилось. Практически. Нам в этом плане повезло, нам чуть-чуть помогла христианская религия. То есть европейцы начали приходить к нам и записывать, начиная со времен Марко Поло.
И какие-то источники остались. Первая типография на армянском языке была построена на острове Святого Лазаря в Венеции, в Италии, в Европе. То есть, плюс у нас было очень сильное крестоносное государство, Киликия. Это было очень сильным государством. И вот мы наши летописцы начали записывать то, что помнили, и то, что было политкорректно в то время, скажем так. И вот в это политкорректное время вы упомянуты. Для того, чтобы более детально, более раскрыть это, нам нужны научные конференции, где будут собираться лезгинские профессора, чеченские профессора, аварские профессора, персидские профессора. И надо положить на стол, кто, что у кого есть в архивах. И вот нам надо разобраться. Я про это. Я не утверждаю, что вы тот или этот. Это очень легко проверяется через ДНК-тесты. Например, есть черкесский ДНК-проект, есть армянский ДНК-проект. Ну, потихонечку уже лезгинский на подходе. Надо работать. Я призываю к работе. Я призываю к научной работе. Понимаете? А то у нас, вы сами прекрасно понимаете. Вот, например, все знают про депортацию, геноцид чеченского народа в 1944 году. Но ведь нигде не указано, что в 1944 году около 30 тысяч мусульман-армян из Батумского уезда в царское время, области, региона, из Аджарии сегодня, было угнано в Среднюю Азию, в Киргизию. 40 тысяч мусульман-армян. Я чуть-чуть встряну, это сам ремарку, не то, что с Грузии и многих других регионов, из Чечни тоже, немного, но были и депортированы и армяне с Краснодара, с Крыма, очень много было депортировано армян. Вот у нас знания, у нас с вами знания, вот от бабушек, от дедушек, потому что в советских книгах, в советских изданиях об этом практически ничего не написано. Если просочилась информация про депортацию и геноцид чеченского народа в 1944 году, и то это после 70-х, 80-х годов начали об этом говорить, то про депортацию мусульман-армян, а это очень важно, потому что были депортированы и христиане, и армяне, а про мусульман-армян молчок. Везде молчок. Понимаете, наша история – это сэндвич из лжи. Многослойный сэндвич. То, что мы знаем. Нам надо искать в других странах тоже. К сожалению, наши люди, бывшие советские, они знают только русский язык. Не исследовали нормально. Есть, например, очень хороший картограф, иранский армянин, его имя Рубен Галейчан. Я его видел в Лос-Анджелесе в 2012 году. Он привез мне фотокопии персидских карт, турецких карт, арабских карт. Совершенно другого покроя карты. Одни на арабском, другие на персидском. Но совершенно были даже этнографические карты. И даже в этих картах были чеченцы. Но эти карты вы не видели. Я уверен, что вы не видели. А они есть в Иране, например. Есть такие карты в Англии. Есть в Лувре, во Франции. У меня есть хорошие связи, например, в Колумбийском университете. Я знаю этого профессора Каве Фаруха, лауреата Нобелевской премии. Он мой друг, кстати. Он вашего возраста, князь Каве Фарух. Каве Фарух приехал, я ему помог перебраться в Дагестан. Чуть-чуть было опасно, буду честным. Он поехал в Дагестан в аулы. Эти аварские, лезгинские аулы и даргинские. Он столько солярных знаков там нашел сам. Он поставил это все у себя на официальной странице kvefaruch.com и говорит, не может такого быть, чтобы эти все народы не исповедовали одни и те же учения и верования. Потому что солярный знак присутствует
у тех или иных народов региона коренных в том или ином виде. Ну, возьмем хотя бы, к примеру, флаги аварцев. Я знаю, есть какие-то моменты с аварцами у вас, но вы близкородственные народы. Я видел аварцев, которые очень хорошо относятся к чеченцам, очень. Я видел аварцев, которые не любят имама Шамиля. Не любят. У чеченцев почему-то, извините, конечно, я не про всех говорю, но есть обобщенное мнение, что все аварцы это последователи имама Шамиля. Это не так. Есть аварцы, которые его ненавидят точно так же, как и вы. Есть аварцы, которые говорят, что если бы он это бы не перевел в исламскую плоскость, то могли бы добиться успехов. Есть такие люди среди аварцев. То есть Кафе Фарух собирал, не без моей помощи, естественно. Мы собирали. И вот так надо собирать конференции. Надо собирать. Ну, вот это то, что мы сейчас делаем, это подходы к этим конференциям. Подходы. Поэтому так чисто сегодня опираясь только на советскую историографию и делать выводы, я думаю, чуть-чуть преждевременно. Чуть-чуть преждевременно. Я думаю, вам надо начинать изучать архивы других народов, знания других народов о вас. Так более-менее сложится более-менее объективная картина. Извините, я часто повторил более-менее. И в Турции сегодня, в Турции история политическая наука. Для нас история сегодня не может быть политической науки, потому что мы колонизированные народы в том или ином смысле. Ну, я считаю, что надо посылать детей в хорошие институты, в хорошие университеты и начинать учиться. Ну, как-то так, князь. Я не знаю, если вас удовлетворил мой ответ на ваше утверждение. Я, конечно, вчера слушал, во многом согласен с тобой. И сейчас согласен. Ты знаешь такого Дэвид Лэнг? Книжку не читал его «Армяне. Народ-созидатель»? Я читал и его книгу, я читал книгу Магды Нейман «Армяне», я читал книгу Пауля фон Рорбаха. Кстати, хороший автор. Один из лучших антропологов и историков Германии. Правда, гитлеровских времен, но он опубликовал в Германии, по-моему, в 1900... У меня в Ереване осталась эта книга, оригинал остался притом. Книга называлась «Армяне-арийцы». Армяне-арийцы, они, значит, ходили по Турции, а в советское время до 1940-х годов, 41-42 года, немецкие ученые свободно приезжали в Советский Союз. И Пауль фон Рорбах был одним из таких ученых. И он, значит, и у вас, и у нас выявил нордические типы лиц, строение черепа. Так и описывает нордические черепа. Да. И с помощью Пауля фон Рорбаха сегодня в западном мире белый человек называется Caucasian, если вы в курсе, кавказец. Не кавказский народ, а кавказская раса. Сегодня этот термин имеет научное обоснование. Все белые люди считаются представителями кавказской расы. Не знаю, вы в курсе об этом или нет? Да, конечно, как профессионально, это я давно, с 80-х годов в курсе. Здесь, в Америке, когда идете заполнять на права, на какие-то документы, там есть вес, имя, фамилия, год рождения и так далее, и раса. И есть несколько пунктов. Caucasian race, Hispanic, испаноязычные народы. Ну, не испанцы, а и испаноязычные, потому что испанцы проходят как Caucasian, люди, которые из Испании. Да. И здесь, то есть нет white, нету белый человек, есть кавказская раса. Да. И вот этот перечень гаплогрупп, которые относятся к кавказской расе, они описаны Паулем фон Рорбахом. Чтобы сказать, кто такой Пауль фон Рорбах, я вам сейчас скажу. Напомните советский фильм, назывался «Александр Невский». В 1936 год. Да. Пауль фон Рорбах. В 1935 году его сняли, в 1936-м, в 1937-м он в прокат вышел.
Вы знаете происхождение этого фильма? Почему сняли этот фильм? Я сейчас вам скажу. Я могу тебе... Нет, Эд, я могу рассказать тебе, я лет, не знаю, около 20 почти что занимался конкретно Александром Невским, ну, то бишь погодными условиями, 1242 год, 14 апреля, у нас здесь в Сибири, даже на озерах, в этот период, 14 апреля, нету льда. И меня в первую очередь вот это вот смутило. Битва происходила, это сам. Я думал, может, там стали старые календари, там то все. Начал интересоваться новгородскими, псковскими, там, польскими, византийскими, арабскими, всеми источниками, летописями. В этот период там высокая была трава, деревья уже цвели, никакого льда на озерах не было. Ну, вот мы приближаемся к словам Пауля фон Рорбаха. Пауль фон Рорбах утверждал в 1934 году, 1933, и писал статьи, что как такового никакого ледового побоища не существует и не было. Русские советские ученые говорили, было. И тогда была газетная перепалка между Рорбахом и советскими учеными, как говорит мой друг, профессор. Значит, Гаджи Асланович Абдурагимов, Лизгин, кстати, очень хороший ученый. И, не знаю, живой он, не живой, хороший человек. Значит, он обосновывал следующим образом. Он предложил советским ученым достать со дна Чудского озера хотя бы кусочек кольчуги или доспехов тевтонцев или оружия, наконечников стрел, кинжалов, мечей. Советский Союз купил на $500 000 в то время водолазного оборудования у США. И начали они спускаться под воду в 30-х годах. Только у развитых стран тогда было хорошее водолазное оборудование. Они ничего не нашли. Ничего. Они искали. И тогда они решили снять фильм. Мол, кольчуг нету, но фильм-то есть. Ну вот фильм, причина создания этого фильма была такова. Пауль фон Рорбах это красная тряпка для российских ученых, скажем так. Это красная тряпка. Он много чего открыл. Я уже не говорю о первом главнокомандующем Балтийским флотом, адмиралом Корнелием Грюйсом, норвежцем, викингом. То есть это столько наслоений. Вы не представляете, князь. Поэтому надо искать. А Александр Невский, он в принципе был ублюдком. Он уничтожил последнюю русскую демократию. Вече. Он был представителем Орды. Вы, наверное, знаете. Ну, а нам сколько лет? 100 лет. Толдычили, что он герой. Вы же знаете об этом. Соответственно, вот эти наслоения лжи только можно развеять не просто отрицанием, а надо знакомиться с другими источниками на других языках. К сожалению, в нашем регионе присутствовало 4 греческий, турецкий, османский, русский, персидский, арабский. Вот эти 5 языков присутствовали в нашем регионе, и они в течение определенного промежутка времени служили в наших регионах в качестве лингва франка, то есть языком межнационального общения. По-моему, чеченские тептеры тоже написаны арабской вязью, если память мне не изменяет. Да. Этого мало. Нам надо искать европейские источники тоже. Нам надо рыться там, с ними работать. Вот сейчас, благодаря усилиям нынешнего правительства, опять начали приходить итальянские археологи, немецкие археологи, копают, ищут, находят, очень много чего находят, очень много. Не представляете, даже в этой маленькой крошечной части остатков Армении снова можно найти очень много артефактов. Поэтому я думаю, ключ к разгадке тайны чеченского народа, а у чеченского народа, я уверен, что очень богатое наследие, я думаю, лежит в том числе и в Армении.
в том числе. Потому что, я не знаю, у вас есть ДНК-проект чеченский? Есть, есть. Ну, вот эти ДНК-проекты у черкесов занимался этим Али Берзек. Я спрошу у него, если они до сих пор продолжают заниматься этим проектом, они в Нью-Йорке сидят, то я попытаюсь сделать так, чтобы мы скооперировались в этом направлении. То есть находили мячи друг с другом. Я думаю, мы найдем. Да, найдем. Надо работать. Нет, понимаешь, я не то что настороженно, я еще этим проектом ДНК, я думаю, что в ближайшие 15-20 лет ничего по национальным вопросам не скажет. Могут сказать, допустим, там 100, 200, там 500, там больше, может, лет назад был такой-то твой родственник или нет. Но был ли он армянином или немцем, или японцем, ДНК, наука еще слаба в этом ракурсе. Не знаю. Ну, а насчет того, что заниматься, объединяться, продвигаться. Да, мне очень нравится та же Магда Нейман, которую ты там упомянул, ее прекраснейшая вообще немка. Просто я был очарован, когда ее читал. Это, уже даже не помню, в 90-м году, что ли, я ее да. А потом тот же там Амфитеатров, а потом этот самый, как футбол, Ришарда, Жан-Пьер Ришарда. Он писатель, там, французский, там, специалист по национальным меньшинствам, занимался хорошо Арменией. Ну и Дэвид Ленг, понятно о нем. Вообще, я считаю, что я всегда говорю армянам, если вы хотите хотя бы в общих чертах понимать историю, не то, что чисто Армении и остальных народов, с которыми армяне соприкасались, читайте вот этих вот Магду Нейман и Ленга, и вот Амфитеатрова, Рикардо, всех их вот, они более вам очень простой, доходчивой форме, они разложили хорошо историю армян. И я когда там, 90-е годы нашел эти книги. Ну, у меня еще есть, конечно, по истории Армении много что, но вот это был я вообще очень доволен. Особенно читать. Скажи, вот, ребят, немного, конечно, те, которым интересна только история, не интересен, как говорится, тряпочный телефон. Вот, ребята, я думаю, что 12 участников нас, да, из 9 человек, вот эти ребят, которые сидят и слушают. Что ты посоветуешь касаемо чеченской истории? Какую книгу, какие материалы, какие исследования? Что ты посоветуешь? Но больше достоверно приближенной к истине это Хасан Бакаев. А остальные, современных имеется в виду, он очень доходчиво, кратко, очень лаконично, доходчиво все. Ну, там немного есть. Вот Джамильзиев Салман, вот это самое, он... Ой, вот я даже не знаю, живой он, не живой сейчас. Не помню вообще даже. Ну, в общем, если хотя бы не то, что основой, понятие иметь историю чеченцев, Хасана Бакаева читайте, хотя у него, я с ним, пока Facebook еще работал, с ним, общались, спорили, у него есть кое-какие неточности, кое-какие штрих, это, в принципе, незначительно, это для историка, не для других, в общем, для специалиста. А так, это самое, не сказать, что он такую ошибку совершил, там, Бакаев, нет, он очень скрупулезно относится к каждому вопросу, так же, как, Амин Тесаев, он узкий специалист пока еще,
у него определенный период, последние там 300 лет, да, к примеру, 400 лет, 500 лет. Глубже он еще не касается, но у него большое будущее, у Амина Тесаева. И старайтесь читать его, слушать его. Ну, а так, конечно, очень много есть ученые, но там воды много у остальных. Это огромная большая работа, книга, да, толстая. И что-то оттуда читать ее там, допустим, несколько дней, да, там, или полмесяца читать, и всего лишь оттуда вытащить там 2, 3, 4 факта, которые, в принципе, у других уже есть. Поэтому время тратить, кто не любит тратить время, ну, читайте Бакаева. Баркалле Рейсел. Спасибо, князь. Эд, вы как историк, что посоветуете чеченцам читать именно и касаемо армянских каких-то трудов, да? Книг, где упомянута конкретно чеченская национальность или касаемо чеченской истории, что бы вы посоветовали, чтобы ребята почитали? Кстати говоря, Лань, пока Эд молчит, вечер, Гердерас, Я был перечислять армянские вот эти вот Нейман Магда, там, это Дэвид Лэнгси, вот амфитеатров, рекомендую, так же, как Бакаева, рекомендую их тоже чеченцам читать. Есть одна работа, по-моему, Яралиев написал. Это урартийские корни лезгинского языка. Запомнили, да? Урартийские корни лезгинского языка. Это написал профессор Яралиев. Лезгин. Он жил в Дербенте, по-моему, он уже умер. Я с ним в последний раз, наверное, общался 7-8 лет назад. По-моему, он умер. Значит, он начал находить очень интересные факты по поводу, значит, наследия чеченского языка и лезгинского языка по поводу урартийских корней. Я вот сейчас вам, да, кстати, скину здесь в ваш чат несколько фото-видеоматериалов с библиотеки университета в Беркли. Да, потом посмотрите. Մովսես Խորենացի, Մովսես Կաղանքատվեցի, Моисей Калантуйский, Фавстос Бюзандаци, все везде вы там есть. Если я найду сегодня вечером время, перед моим будущим эфиром, я попытаюсь скинуть несколько материалов, которые есть в свободном доступе в сети. А для того, чтобы более глубже понять, что происходило, лучше порыться в Ереване. В Ереване я могу вам помочь со специалистами, которые могут вам перевести со средневекового армянского на современный русский или английский языки. И вы можете просто, ну там вам нужно месяц-два пожить там. Вот в чем проблема. Надо пожить. Потому что Матендаране невозможно за неделю все прочесть и все вытащить. Но очень много информации. Довольно-таки. Есть копия Фирмана, выданная Мухаммедом Католиком. Каким образованием должен быть человек, чтобы это все он мог, как говорится, взять и потом это грамотно все выносить? Гуманитария, история, политология, что, с каким образованием должен быть человек? В чем он должен быть силен? В языках в первую очередь. И иметь базовые знания по истории региона. Базовые. Потому что только базовые. Советское наслоение, оно чуть-чуть деструктивно влияет. Советская историография писалась под конъюнктурные нужды данного времени. Ну, хотя бы давайте вот так вам скажу. Сегодня 2025 год. Бандитами в Российской империи назначены чеченцами. Чеченцы назначены бандитами. До этого другой народ был назначен бандитом. И вот так, как нужно конъюнктуру сделать, так и пишется история. Ну, сегодня, смотрите, кто пишет историю. Я не знаю, здесь много граждан России, можно это говорить или нет.
Наркоманы пишут историю чеченцев. Люди, нюхающие кокаин. Понимаете? И это дают в школах. Недавно был, кстати, конфликт по этому поводу. Наркоман, обычный наркоман пишет историю, он утверждает программы школьные по истории. И вот мы находимся в таком состоянии. Если кому-то кажется, что во время Сталина или когда-либо писалась более-менее объективная история, то тоже нет. Посмотрите, созданы несколько государств, да, Средней Азии, Узбекистан, Киргизстан, это. Но это все же персидское цивилизационное пространство. До сих пор эти народы, особенно на юге Средней Азии, до сих пор не произносят слово Аллах, они говорят Хода. Вот один из примеров того, что персидское наследие там очень сильно осело в Средней Азии. Там и ислам своеобразный, а в Афганистане самый радикальный ислам. Потому что надо выдавить персидское наследие. Надо выдавить. И точно так же, как в Сирии. В Сирии очень много римского. В Сирии первые христиане жили в Сирии. Что сейчас там осталось от них? Ничего, потому что люди, которые приходят с бородами, с автоматами, первым делом им говорят, все, что видите старое, изваяние, статуи, то все, кувалды берите и разбивайте, потому что уничтожается культурный слой. То же самое происходило в Чечено-Ингушской АСР, скажем так, тогда она так называлась, если помните. После того, как чеченцев в товарных вагонах отправили в Среднюю Азию, там начали чистить. Кто-то скажет, что это армяне чистили, кто-то скажет, что это грузины чистили. Это не имеет значения. Главное то, что их начали чистить. Кто-то дал отмашку на очистку. Все, что попадалось, какие-либо знаки, какие-либо свидетельства о древности, о истории, традициях этого народа были уничтожены. Эд, если вам не сложно, упомяните по поводу свастики, как она вообще расшифровывается, если не сложно. Свастика, если в переводе с армянского языка, на армянском свастика звучит арев-хач, то есть солнце-крест. Солнце-крест. Но слово само свастика, оно приходит из Индии, санскрита. На хинду Асвасти был богом. Асвасти. А асвастика это всего лишь символ бога, знак, печать бога. Но у нас он был с солнцекрестом. Я более чем уверен, и у вас он наподобие солнцекреста бы называлось. Этот знак бы назывался, подобие солнцекреста и так далее. Потому что это солярный знак, в первую очередь. Этот знак ничего не имеет общего с гитлеровской Германией и так далее. Поэтому солярный знак присутствует у всех. У вас, у нас, у персов, у лезгин, у аварцев, у всех он присутствует, солярный знак. К сожалению, солярные танцы, я не заметил у чеченцев солярных танцев, но у нас еще сохранились. По-моему, я сегодня вам выслал один из солярных танцев с волынкой. Да, я видела. Да, это солярные танцы, они были запрещены как христианством, так и исламом. Они считались кафирскими танцами, они считались танцами язычников. А волынка вообще считалась сатанинским инструментом, потому что волынка делается из кожи, из шкуры козла, а в христианстве козел это отображение черта. Вот это, на основе этого обоснования люди, которые играли на волынке, их сжигали на кострах. Но чеченская жирх, которая используется в молитвенных ритуалах, зикр, есть вирт, который использует вот эту вот козью шкуру с барабанами, она используется до сих пор. Да, потому что у мусульман коза и черт не совпадают. Это у христиан черт и коза синонимы. Поэтому у нас волынка лучше сохранилась у мусульман-армян, но не у христиан-армян. Понимаете? Христиане считают, что отображение черта это козел. А в исламе, по-моему, такого нету. Отображение шайтана, чтобы было в виде животного козла.
Плюс я уже не говорю о том, что в исламе запрещено делать изображения с лицами. Да. Вот, кстати, у нас здесь Лизгин Абил, да, мой товарищ присутствует. Приветствую тебя, Абил. Да. И вы знаете, я думаю, что нас бросили в ситуацию, когда мы стали внутри нашего региона изолянтами, друг от друга изолированы. Смотрите, в Дагестане столько народов живет. Дагестан превратили в колхоз, в половину народов. Это мини-Советский Союз. Там уже что творится. Но там очень старые народы есть, очень старые, с огромным, богатым наследием. Такие как? Упомяните, если не сложно. Такие как? Аварцы, лезгины, рутулы, это тоже лезгины, таргинцы, кумыки. Кумыки очень интересный народ. Кумыки же не тюрки, кумыки же не монголы, но они тюркофоны. Но мы их приравниваем к тюркам. Да, но они генетически не тюрки, они тюркофоны. Вы сегодня не видели в России чеченцев, которые говорят только по-русски? Не знаю чеченского языка. Я видел. Я тоже видел. Я видел армян, которые уже не знают армянского языка. Их много. Вот они стали русофонами. Вот как стерли сейчас, вот сегодня, как стирают наши языки у людей, которые живут внутри территории России, точно так же стирались языки региональных народов тюркским языком. Сейчас лингва франка русский, он плавит народы в русской среде. Тогда доминантами были тюрки, и вот кумыки, продукт вот этого. Они тюркофоны, да. Они тюрки по языку, но не тюрки по генетике. Тюрки по генетике... По антропологии и по внешним вот этим данным, то, что сходство есть среди чеченцев, те, которые с вот этим разрезом глаз, с формой черепа и так далее. Это имеет какое-то отношение к нам? Естественно, смотрите, кумыки, это и лезгины, и даргинцы, и чеченцы, бывшие. Потому что, когда начался ДНК-проект, я заметил, когда начался ДНК-проект, в Турции резко начали люди подавать заявки на выяснение своего ДНК. Правительство Турции сразу же запретило. Турки начали выходить за пределы Турции под фальшивыми никами, подавать заявки на ДНК-тесты и получали. И получалось сходство с армянами 50%, 40%, с греками. Тому же, что начало. В России сейчас начали с этим делом бороться. Не хотят они, чтобы люди знали свою родословную и так далее, и так далее. И потому что эти программы, которые существуют, они ищут совпадения из имеющейся базы данных. И странные результаты приходят, очень странные. Но если кто-то из вас попробует сделать ДНК свой тест, он тоже для себя очень много нового найдет. Удивительно хорошего найдет. Я нашел женщину в Нью-Йорке, очень хорошую. Она приходится мне четвероюродной сестрой. И мы связались, мы познакомились. Я полетел к ней в гости, она прилетела ко мне в гости. Сельма ее зовут, очень хорошая женщина. Она говорит, до моего теста я знала, что я курдянка. Сейчас я знаю, что я армянка. Изиды или курдянка турки? Курдянка, мусульманка, суннитка. Угу. То есть курдянка турки, да, получается? Изиды, они же поклоняются огню и солнцу? Езиды это самый чистый, это курды, скажем так, есть такое русское слово прошляк, то есть бывший. Курды это бывшие езиды. Любой езид, который принимает ислам или христианство, он считается курдом. Любой езид, который возьмет не езидку в жены, он считается курдом. То есть у них это очень, очень замкнутый круг у езидов. Очень замкнутый. Я общался с ихними шейхами езидскими. Их святыня находится на севере Ирака в городе Лалеш.
Это как для католиков Рим, точно так же для езидов город Лалеш. Там их храмы. И мы, когда с ними общались, езиды очень хороший народ, скажу так. Это очень старый народ, один из старейших в мире. Да. Но на них тоже наслоение. И арабское есть наслоение, и турецкое, и исламское. Например, езиды не едят свинину, будучи не мусульманами. Не едят. Просто категорически не едят. Я это заметил, они мне объяснили, что это неправильно есть свинину. Езиды утверждают, что многое в Библии и в Коране взято у них, что тоже имеет право на жизнь. Потому что как народ он действительно старый. Они Бога называют Малики Таус. Малики Таус. И для них самый главный Бог это солнце. То есть это как бы, можно сказать, ответвление, что ли, секта. Не знаю, чтобы никого не обидеть. Я думаю, это одна из ветвей митраизма у них. Скажем так, локального митраизма. У езидов тоже очень много. И про чеченцев они знают, кстати. Про чеченцев езиды знают. Поэтому, я думаю, если наши товарищи в Дагестане, в Армении, им понравится вот эта наша идея, то можно потихонечку двигаться к тому, чтобы мы собрались. Ну, хотя бы в качестве представителей своих народов на какой-то конференции. Конференцию можно организовать, например, в Ереване. Более-менее нейтральная площадка, не подверженная влиянию спецслужб. А это очень важно. Спецслужбы внимательно следят за развитием чеченского, армянского и так далее народа. И многое делают для общей работы, да? Да, так точно. В Санкт-Петербурге... Ребят, у кого-то вопросы есть? Поднимите руку, я включу вас. Добрый вечер всем. Наша Давид. Мне интересно, спецслужбы каких стран? Почему в Армении, думаете, нет спецслужб? Я не расслышал, слышно очень плохо. Спецслужбы каких стран заинтересованы? Тех стран, которые хотят стать империями, скажем так, чтобы нейтрально выглядеть. Спецслужбы тех стран, которые считают, что мы все с вами сепаратисты. Ну, это получается Турция и Россия, да? Это не я сказал. Ну, в принципе, да. Да, так и получается. Константин Косачев, член Госдумы, несколько лет назад, когда был корреспондент, прямо спросил, говорит, что будет, если Россия уйдет с Кавказа? Европейцы зайдут? Он ответил следующее: мы не допустим входа европейцев на Кавказ. Это зона наших стратегических интересов. Если мы уйдем, то туда мы пустим только Турцию. Это слова Константина Косачева. То есть вот эта турецкая пропаганда, даже самая малая, то, что, да, вот эта мелочь, казалось бы, литература, сериалы турецкие, система вот этого всеобщего развития касаемо Османской империи, да, она все-таки, вот эта пропаганда, она все-таки ведется, да, в сторону Кавказа, именно касаемо чеченцев. Как только Советский Союз закрылся, в городе Карс, что сегодня находится в нынешней Турции, турецкое правительство вместе со спецслужбами открыло университет Кавказ. Если, не знаю, вы слышали про этот университет? Я подвела вас к этому вопросу, если можно, вот тщательно, если можно, конечно, насколько можно. Смотрите, в конце 19 века царские спецслужбы начали поднимать армян на восстание против Турции. Это было. Как это делалось? В Турции ущемлялись практически везде права армян. Везде, во всех сферах. То, что там были и печеньки по ходу, ну, например, назначали какого-то армянина визирем или командующим флотом, было и такое. Это всего лишь печеньки. На самом деле мы ассимилировались. Мы были в общем плавильном котле османов. Мы были османцами. Ну, турецкие армяне.
российские власти, царские власти, все это взяли на карандаш, хорошенько нас изучили, поняли, что мы недовольны турецким османским игом, okay? И как братья-христиане решили нам помочь. Ну, вы знаете, как они нам помогли. В 1915 году итогом этой помощи был геноцид армян. Точно так же 6 или 9 миллионов, вот здесь уточните момент. было вырезано 1,5 миллиона армян. То есть 6 или 9 миллионов это неправильная цифра, да, получается? Нет, естественно, неправильно. Но учитывая, смотря снова говорю, с какой стороны посмотреть. Если посмотреть, как нас ассимилировали, это тоже геноцид, нас депортировали. В общем, как и вы, мы тоже прошли все круги ада. Мы тоже прошли и до сих пор проходим. Это не говорит о том, что наша боль тяжелее, чем ваша. Однозначно. Вы тоже очень сильный, побитый народ. Очень сильно. Я знаю. И точно так, как нас объегорили христианством, вас тоже турки объегорили исламом. Вы тоже надеялись на турков, да, потому что, как же может мусульманин подвести мусульманина, правда? И, пожалуйста, турки же вам, не только вам, есть, значит, очень хорошая книга, называется «История русско-турецких войн». Там есть донесения русских разведчиков в Центральный штаб, где описывались, как турки работали с русским правительством, как они решали наши вопросы. Русский посол в Великой Порте, как они говорили про чеченцев, как они говорили про армян. Был такой русский посол, сейчас я вам скажу, Лобанов Ростовский, который в Стамбуле заявил, что Армения России нужна без армян. Это слова Лобанова Ростовского. Точно так. Мы являлись препоном между этими странами, между этими империями. И чеченцев, черкесов, извините, точно так же турки объегорили. И черкесов, очень много черкесов потопили в море, турки. А бедных черкесов продавали в рабство. Черкесы попадали вплоть аж до Египта. Мамилюками стали. Чеченцы стали мамилюками. Армяне стали мамилюками. И били, кстати, по порте. То есть нам надо разбираться. И никто за нас... А вот этот рынок, куда продавали чеченских детей, вот тоже был он где-то упомянут. Вы в курсе за это? Значит, на побережье Черного моря было 4-5 больших рынков, невольничьих рынков. Один был в Анапе, другой был в Сухуми, третий был в Батуми, четвертый был в Ахалцихе. В Ахалцихе 100% был невольничий рынок, потому что в 1720-х годах аварский Нуцал Умахан совершил поход на Ахалцих и сжег Ахалцих. И взял огромное количество контрибуций и освободил очень много рабов. Очень много детей освободил. Это есть. В аварских источниках есть этот материал. То есть Османская империя, когда стала доминантом на Западном Кавказе, то работорговля развивалась в полную мощность. Была очень сильная работорговля. Девочек, мальчиков. Какая была основная цель именно вот в этих детях? Во-первых, турецкие войска формировались из яничари. Наверное, вы знаете слово яничари, что это такое. Это отборные турецкие войска, турецкий спецназ. В основном это как раз были дети кавказских народов и балканских народов. Очень много сербов, хорватов, очень много. Их называют в Турции арнавутами, а боснийцы называют бошнаками. В основном это был костяк янычаров. А в 1890-х годах уже создали другое формирование, султан Абдул-Хамид создал, называлось Хамидие. Там тоже очень много было чеченцев, черкесов, аварцев, лезгин, мухаджиров. Чтобы понять, как Турция ассимилировала эти народы, можно просто провести сравнительный анализ.
Смотрите, есть черкесы в Иордании, есть черкесы в Турции, есть черкесы в Сирии. Черкесы Сирии и Иордании до сих пор говорят на черкесском языке, кроме арабского. Черкесы Турции не говорят на черкесском языке. Вообще не говорят. То есть, вот вам результат. Вроде как бы все страны исламские, а в Турции они не сохранились как носители языков, а в тех странах сохранились. И знаете, что было интересно, когда я попал в Ялове? Я посетил дом. Ялова – это один из городов Турции, да? Да. Это на южном берегу Мраморного моря. Когда из Стамбула вы едете на юг, там надо на паром сесть, паром переносит на тот берег, и выходит там километров 10-20 и Ялова. Да, значит, люди, обычные люди, семья, мухаджиры. Они говорят, мы мухаджиры. Говорю, кто вы такие? Мы черкесы. А дома, смотрю, висит портрет имама Шамиля. Я говорю, а это кто? А это наш руководитель. Говорю, кто? Он поднял газоват туда-сюда. Говорю, а кто это? Наш, говорит, черкес. Говорю, а кто он по национальности? По черкес. Говорю, ребята, это не черкес, это аварец. А для них это был шок. Вот представляете, вот как они знают свои корни. Вот то, что в Турции есть. А в Сирии нет, в Сирии совершенно иная картина. Вот есть председатель Всемирной черкесской ассоциации Ияд Югар. Очень хороший человек, шикарнейший, развитый человек, но он взрослый. Он тоже у меня был в гостях, я у него был в гостях в Нью-Йорке. И Ияд сирийский черкес, он говорит по-черкесски. И он говорит, ты не представляешь, говорит, тут турки нас полностью ассимилировали. Мы ассимилированы турками. А в Турции, они говорят 4 миллиона черкесов. Черкесы говорят. Я не знаю, насколько эта цифра точная. В Турции запрещено вести такие исследования. Вот к чему мы пришли. Вот где мы находимся. Чтобы вы понимали трагичность нашей ситуации с вами. Эд, у меня еще такая просьба к вам. С твоей, как говорится, стороны. Как бы вы могли сделать анализ того, что сейчас введен вот этот радикализм, ислам в сторону чеченцев? Для чего он введен? Какая основная цель? Чисто ваше мнение. Я не говорю, что это там стопроцентное, как говорится. Мы с вами просто ведем деструктивный диалог. Как вы думаете, для чего был введен радикализм и насколько молодой ислам среди чеченцев? Насколько они молодые мусульмане? Вот эти моменты. Самые старшие мусульмане на Кавказе – это лезгины. Это лезгины, по моим сведениям. Они приняли, по-моему, ислам в 9-10 веках и пролили очень много крови, чтобы не принять. Очень много крови пролили. Они бились, лезгины бились. Лезгины тоже очень сильно израненный народ. Обескровленный, я бы сказал. Теперь придем к чеченскому народу. В чеченском народе, который, он как мусульмане, они молодые. Как мусульмане, они молодые. И чем моложе религия в народе, тем они пытаются наверстать, так сказать. Вот маленькая ремарка, с какого примерно века? 14, 15, 19, 16 и 17 века максимум. 16-17 века. Потому что арабский натиск сдержали первые мы. Даже грузинский историк, не знаю, назвать его историком или нет. Кому было выгодно сжечь то, что, историю касаемо, да, нашей религии, нашей, не знаю, язычниками мы были, там, Одину мы поклонялись, или огню, там, камню, свету и так далее. Кому было выгодно, чтобы мы просто переключились на ислам? Арабам или туркам? Сейчас вам скажу, туркам. Потому что арабы до вас не дошли. Арабы до вас не дошли. Арабы остановились на нас и на лезгинах. Наши священники... Получается, Османская империя, им выгодно было, да, получается? Естественно, потому что ислам в умелых руках очень манипулируемая религия, скажу вам так. В чем их выгода? Вот чтобы наши ребята, которые нас слушают, в чем их выгода? Скажу.
Вы знаете, да, Сирию? Ну, Да, события, мало людей потеряли, да, знаем. да, вот события в Сирии. Вместо того, чтобы османские войска, то есть турецкие, сами воевали, дешевле собрать бесплатных солдат, которым не надо платить жалования, которых не жалко. На нас начали смотреть как на потенциальные прокси, турки и русские. И неплохая ударная сила для того, чтобы щекотать нервы России у живота. Ну, и туркам удалось. Чеченцы тоже щекотали нервы Российской империи. Одновременно, но Турция же никогда серьезно не оказывала какой-либо поддержки. Есть очень известная битва черкесская с турками. И, наверное, князь знает про эту битву. Канжальская битва. Не знаю, князь, вы слышали про Канжальскую битву или нет? Да, конечно, слушаю. Канжальская битва – это когда войска крымского хана и османов, османы, значит, по сухопутному. Это Каджарская жена, насколько я помню, нет? Канжаль. Ну, как кинжал, слово «и», вместо буквы «и». Все понял. Да. Когда черкесы разбили объединенное войско османов и этих крымских татар, крымских турков или как там. Турки били, и тогда черкесы не были полностью исламизированными или полностью. Там у них даже были католики-черкесы. Были православные черкесы, были католики. Черкесское православие, по-моему, оно греческого толка, как и у украинцев. Секунду, если можно, извини, секунду. Я теперь понял, почему все это время, всю мою, по крайней мере, мне за 40 лет, мне все время говорили, вот армяне такие, армяне сякие, они 3 раза оставляли ислам. Ну, короче, вот такая пропаганда велась, что типа армянам нельзя верить, доверять и так далее, что вообще там чуть ли не вообще как, ну, чуть ли не Бабушек, цыгане. дедушек, И, всегда да. И среди бабушек вот и сейчас дедушек нашим детям я всегда понимаю, внушалось, что армяне наши да. враги. Помните, да, это? Да, помню. И вот я просто что хочу сказать, что теперь я понимаю, для чего это делалось. То есть в этом народе есть определенное культурное достояние, которое они, наше достояние чеченское, которое они могут нам передать. И для этого, чтобы они это не сделали, чтобы не объединились, не были, как бы не понимали, кто их истинный враг. Вот для этого это и делалось. Спасибо. Но наши старики все время говорили, что наша часть истории хранится у армян. Прислушивайтесь, дружите, общайтесь. Всегда это заострялось на это внимание, что армяне не враги чеченцам, что армяне – это часть чеченского достояния. И всегда нам какая-то часть говорила, что они приняли ислам и потом его бросили, они богобоязненно как бы, богохульствовали и так далее. Вот эта вражда, да, определенная, большинство вот этой части, вот то, что рассказывалось, все хотели, чтобы чеченцы враждовали с армянами. Но армяне тянуло к чеченцам, а чеченцев тянуло к армянам. И вот это вот то, что говорили, одна часть говорила, мы друзья, мы можем как бы взаимно, да, в нашем народе дополнить друг друга, а другая часть говорила, это наши враги, они те, которые приняли ислам и отказались от него. То есть они антихристы, они чуть ли не сатанисты и так далее. Вот эти моменты. Вот сейчас, ребят, вы понимаете, да? Разделяй и властвуй. Вот это вот самая мощная вот эта идеология. Разделяй и властвуй. Самая основная причина ненависти к нам со стороны императоров, назовем императорами, да, их, это наш алфавит в том числе. Наш алфавит. Скажите что-нибудь в сторону чеченского алфавита. Вот мы недавно с вами говорили, да, в личку. Скажите насчет алфавита, чеченского алфавита. Кириллица все-таки была в чеченском алфавите или это был все-таки алфавит между грузинскими и армянскими? Он у нас был абсолютно другой, идентичный алфавит. Вот мы лишены письма, мы лишены алфавита, у нас нет истории, ее сожгли полностью. Вот
Что вы скажете по поводу вот этого алфавита? Я вам отвечу словами лезгинского поэта Арбена Кардаша. Не ристалищ и не конский топот и не грязь, а великого маштоца слышал вязь. Это говорит лезгинский поэт Арбен Кардаш. Значит, скажу вам так. Кириллица, до кириллицы у вас было арабское письмо. Письмо на основе арабского алфавита. Вот эти вот могилы, да, я вас перебью, извините, пожалуйста, потому что я забуду после этого. Вот эти могилы, где еврейские знаки, плюс еще внизу арабские описания, то есть на вот этих плитах, что это значит? То есть мы уже на тот момент были лишены алфавита. Да, как? да, с момента принятия ислама, значит, турки, будучи не арабами, талыши и персы, будучи не арабами, лезгины и другие народы Кавказа, которые приняли ислам, они, будучи не арабами, для них дизайнеры, назовем их так, придумали письмо на основе арабского алфавита. Это письмо называется аджам. Уничтожив наше истинное письмо, правильно? Естественно, потому что все национальные знаки, все народные знаки, как и в христианстве, считались кафирскими. Да, считались от сатаны. Как сейчас, например, видите, в Сирию заходят эти бармалеи, все, что написано на латыни или что там, в Пальмире особенно они поработали, все это от кафиров, это от шайтана. То же самое происходило с нами. У нас это произошло в 301 году. До 450-х годов у нас не было алфавита. 150 лет. Но наш народ был упорным, не ходил молиться в церкви. И священники были вынуждены доставать. Да, и взяли на себя. Кстати, первая школа, где обучались албанские, то бишь лезгинские дети и армянские дети писанию и переводу Библию на наши языки, находится в Карабахе сейчас, к сожалению. Да, это был университет Амарас. Я там неоднократно был. Когда письма восстановили... По поводу Амараса мы все знаем, что это все уничтожено. То есть мы не имеем доступа к этому. Все уже, да. Но я был в этих классах, где учились эти дети. Я сам ходил по этим классам. Там места были для печки, чтобы топили, грели зимой. Да. И это, я думаю, что после арадской, урартийской клинописи появились наши эти знаки. Эти знаки, лезгинский алфавит, аварский алфавит, он совпадает с нами знаками. Правда, звучание разные, но знаки совпадают. Чеченского алфавита, скажите уже, в конце концов. Да, чеченский алфавит, который потеряли мы чеченцы, которые его потеряли. Я, возможно, очень дерзкую вещь скажу. Но я думаю, что чеченский алфавит похож на лезгинский. Я думаю, что они идентичны. Я думаю, это был нашим общим алфавитом. Тот, который мы до сих пор пишем, я предполагаю, что им писали вы. Лезгины писали 100%. Аварцы писали 100%. Скажите, Эд, человек, который вывел лезгинский алфавит, он сейчас как бы есть или все-таки его как бы истребили, вычеркнули из списка живущих? Я не знаю, Абил здесь, Абил Шадай, вы если слышите нас, можете сказать, Абил более точно может сказать. Я знаю, что Яралиев над этим работал, Каджи Асланович Абдурагимов работал над этим. Там несколько молодых ребят были, которые перенесли это на компьютер, то есть могли уже лезгины писать. Уже могли. Появились несколько лезгин, которые начали... Они вернули все. Лезгины вернули, да, свой алфавит? Вот, лезгин пришел. Эдуард. Абил. Здравствуй, Абил. Я слушаю внимательно ваш разговор по поводу... Я же лезгин, да, который сейчас в Норвегии нахожусь. Значит, что было, да? Коротко я расскажу, там, без деталей. Значит, когда арабы пришли к нам, в течение 3 столетий огнем и мечом они насаждали ислам. Алекс, да. Не обижайтесь, но к нам это к кому? К чеченцам или к аварцам или лезгинам? В том числе и к чеченцам тоже относится, да? Потому что ислам приходил оттуда.
с юга. До Чечни еще были лезгины. Первыми кто испытал вот все эти, как сказать... Арабские нововведения. Да. Значит, арабы пришли, уничтожили все, что было до завоевания арабами наших территорий, уничтожили все, всю историю. Касаемо чеченцев и плюс еще кого? Не обижайтесь, ну просто я хочу, чтобы моя аудитория понимала. Уничтожили касаемо каких национальностей? Проговорите, если вам не сложно. Как я же говорю, это касаемо, потому что лезгины встретили их. Впереди были лезгины. Они шли с востока на запад. Были лезгины. Лезгинское государство, Кавказская Албания. Знаете, наверное, да, слышали? Да, слышали. Вот. Они уничтожили наше государство, Кавказскую Албанию, насадили ислам огнем и мечом в течение 3 столетий. И лезгины, так как лезгины, значит, были, это и рутульцы, и цахуры, так сказать, ну, скажем так, это единый народ, но который говорил на разных диалектах. Они этим воспользовались. Вот. Они, значит, сначала покорили малые народы, так как лезгины там были государствообразующим народом Кавказской Албании, и лезгины сопротивлялись до самого, так сказать, до самых последних дней. Но в конце концов они покорили огнем и мечом, покорили и насадили свою веру и уничтожили все, что было до прихода арабов, до прихода ислама. Вот. Дальше, значит, спустя там, да, много столетий, пришли персы. Значит, лезгины перешли на арабскую вязь. Государственным языком лезгин стал арабский язык. Пришли, значит, эти персы, уничтожили уже то, что наработали на арабском уже, историю лезгин. Понимаете, в чем дело? То есть наш алфавит, наша история менялась из поколения в поколение. Потом уже, да, мы уже знаем, там Кавказская война, там то все, пришли русские, и русские нам насадили кириллицу. То есть мы из поколения в поколение теряли свою связь истории, связь языка, связь культуры и так далее и тому подобное. Вот. А вот сегодняшний день вот, имеем то, что мы имеем, к большому сожалению. Вот такая вот ситуация, коротко говоря. То, что албанское царство, албанское государство имело влияние культурное и цивилизационное на востоке Кавказа, это неоспоримый факт. И то, что албанское государство интерактивно общалось с чеченскими государственными образованиями, тоже факт. И согласно Тимуру Альберову, его, я знаю, его многие лезгины и чеченцы не любят, но он утверждает, что была одинаковая форма письма, основанная вот на маштотских знаках, которыми мы до сих пор пользуемся. К сожалению, лезгины очень малая часть помнит эти знаки, а чеченцы вообще не помнят эти знаки. Но это согласно его утверждению. Многие ученые говорят, что до практически 9-10 веков эти знаки были общими на Кавказе, которыми мы пользуемся сегодня до сих пор. То есть они не очень-то и армянские. Не очень-то и армянские. Потому что, если посмотрим, то есть грузинский вид письма, по-моему, мхедриули называется. Мхедриули. Он очень похож на наше письмо. Там есть большие буквы, маленькие буквы. Сейчас в грузинском алфавите нету больших и маленьких букв. Там все буквы маленькие.
Да, но тот алфавит, которым они пользовались, он был идентичен с нами и с лезгинами. Вот что интересно. То есть, если такая огромная масса пользовалась таким алфавитом, я не думаю, что другие народы бы отставали от этого. Например, черкесы пользовались латиницей, как ни странно. Черкесы пользовались латиницей. А мы нет, мы не пользовались латиницей. Мы не пользовались. То есть, то, что... это что конкретно? Мы вот, кроме черкесов, значит, все остальные, у нас были свои знаки. То есть мы, кроме черкесов, черкесы больше всех пользовались латинскими знаками, скажем так. Они очень, ну, смотрите, Великая Черкесия, если смотреть на Черкесию, то она доходила до Керчи. Даже в Украине город есть Черкасы. Надеюсь, вы знаете про этот город. Черкесское государство было довольно-таки большим. Оно было на коротком промежутке времени большим, но оно было большим, довольно-таки большим. Они когда-то собрали и абхазов, и абазинцев, и убыхов, и адыгов, и этих кабардинцев. Это все черкесские народы. Как сейчас разделили же лезгин. Смотрите, лезгин как разделили. Рутульцы, крызы, пудухи, сахуры, табасаранцы. Если я что-то неправильно говорю, Абил, поправьте меня. Это один народ. Это один народ. В паспортах лезгину, который жил в Рутульском районе, в графе национальность писали рутулец. Понимаете, что они с нами сделали? Кюринец. Лезгин начали писать кюринцами. То есть они поделили. С вами тоже такие попытки были, по-моему, андейцы, не андейцы. На вас тоже эти попытки были. Не знаю, добились они хороших успехов или нет. Но были такие попытки вас тоже разделить. Так что вот про алфавит такое. Вы не всегда писали, скажем так, кириллицей или арабской вязью. Вы не всегда писали, скажем так, пока. Если есть что добавить или какие-то другие вопросы, пожалуйста. Да, если кто-то хочет спросить что-то, ребята, спрашивайте. Есть кластер аварцев, которые очень дружелюбно настроены по отношению к чеченскому народу. Есть кластер аварцев, которые недружелюбно относятся к чеченскому народу, и я знаю, что это искусственный. Вот этот момент искусственной вражды, почему, кому и как выгодно то, чтобы чеченцы враждовали с аварцами в этот момент? Смотрите, внутри чеченского общества... Давайте я скажу как человек, который смотрит на чеченцев со стороны, а не изнутри. Потому что изнутри одна картина, со стороны другая. Смотрите, то, что я знаю про чеченцев, я знаю, что в чеченцах внедряется очень нетерпимый вид ислама. Очень нетерпимый вид ислама, вплоть до того, что, например, отец дочку там не принимает, отец сына отвергает и так далее. То есть внутри чеченского сообщества очень жестокие нормы. Я, например, когда вижу свадьбы, кортежи свадеб, там машины движутся на 20-30 миллионов долларов машины движутся. Но я же знаю, что чеченский это народ... Честно скажите, от души это чеченцы? Я это и говорю. Я же знаю, что чеченский народ не так живет. Я же знаю, что это Всегда была этика, никогда не кичиться тем, что ты имеешь. У чеченцев, у истинных чеченцев никогда не было такого, чтобы ты показывал своим внешним видом, своим дресс-кодом, своей машиной, там, я не знаю, в то время конями, там и так далее. У чеченцев никогда не было принято тем, чтобы он кичился в обществе. Почему сейчас вот эта вот как бы система того, что вот чеченцы есть такая часть, которые имеют за 100 тысяч долларов, за 150 тысяч долларов машины, но и есть вторая часть, которые живут на пособие, живут на определенные какие-то маленькие сбережения, но при этом они молчат. Вот этот момент. Можете объяснить? Чеченское общество делает внутри уже жестоким. И поэтому, когда какой-либо чеченец вырывается в какую-либо свободную страну, у них происходит цивилизационный шок в первую очередь.
И часть чеченцев, которая ну как вам сказать, не привыкает к этому свободному обществу, показывает свою агрессивность, которая была, они видели ее там, дома. То есть чеченцев выпускают уже из Чеченской Республики озлобленными. Они озлобленные. То есть чеченцы сами по себе европейский народ. Это белый народ, это европейский народ, развитый народ. Они могут сделать и композиторов, и ученых, ну, да все у них может быть. Но их ограничивают радикализмом, жестоким радикализмом. То есть, получается, русским и туркам, плюс еще и арабам выгодно, что чеченцы бандиты, но не выгодно, что они летчики, инженеры, там, электрики. Да, смотрите, вот это вот. Простой пример. Если у кого-то из вас есть связи в Чеченской Республике сегодня, попросите кого-нибудь, особенно в правительстве, попросите вытащить цифры, обычные цифры, сколько построено мечетей, на сколько миллионов долларов и сколько построено профессионально-технических, не институтов, не университетов, забудем, сколько построено профессионально-технических училищ. Сравните цифры, и вы поймете, что с вами делают. Просто возьмите, сравните цифры. Вы построили какую-то исламскую больницу, где там палкой бьют. То есть исламскую больницу построили, а нормального института, где выпускают хороших врачей, нету. Но зато есть полно хороших мечетей, правильно? То же самое в Армении. На 250. Что? Построили очень большое количество мечетей, в которые практически никто не ходит, но учреждений, колледжей, училищ, технических каких-то высших учебных заведений, их нет. Ну вот кто-нибудь мне скажет, есть в Чеченской Республике, например, училище, где учат сварщиков? Простых сварщиков, которые варят металл, где учат. Нет, не город. Чеченцы не могут быть сварщиками. Мы можем только быть как бы... Камнетесов. Да. Кож-голландерейщиков. Нету, не существует. Но зато есть мечети. Зато есть мечети. Понимаете, что они с вами делают? То же самое делают с нами, но мы как-то тормозим этот процесс, потому что все-таки христианство чуть-чуть старше ислама. И оно, ну, в кавычках возьмем, оно более демократичнее, чем ислам, христианство. И поэтому, если, допустим, кто-то среди христиан говорит, я язычник, никто не говорит, мы тебе сейчас голову оторвем. Никто не говорит, мы тебе голову оторвем или там... Ну, у чеченцев, если один чеченец говорит другому, что он язычник, тот, который услышал это, пытается голову оторвать все-таки, да, получается? Ну да. Общество, они, понимаете, в Турции, в Российской империи есть комитет по делам религии. Это очень мощная организация. Это очень мощная организация. Они определяют нарративы, векторы движения религиозных общин данной страны. Например, вы, не знаю, вы заметили, там построили храм, какой-то православный храм Победы. Пол сделали из расплавленных частей немецких танков. Ну, в общем, такой кошмар, ритуальный такой, непонятный кошмар. И религия на службе у государства, скажем так. То же самое в Турции. Вы знаете, что Мустафа Кемаль Ататурк основал в Турцию турецкую православную церковь. Турецкая православная церковь, где турки вроде как бы православные. Я был в Стамбуле, пошел туда, в патриархию турецкой православной церкви. Можете прогуглить, посмотреть. Для чего он это обосновал? Чтобы те турки, которые вдруг когда-либо захотят стать христианами, были на карандаше у государства. На контроле, получается. Да. Я в Украине видел одного православного священника в 2017 году. Он официально по телевизору все признался, что он был сотрудником КГБ. И, в общем, не смог он дальше держать эту тайну в себе и решил высказаться перед людьми. И люди его поняли. Его очень любят, уважают.
он мне в лицо сказал, что ему сан архимандрита дал начальник КГБ Полтавской области в советское время, 1985 год. Подтверждаю, это было, Эдо, это было, мы когда бы ездили в Ахтырку вместе с тобой. Да. Мы вместе были, помнишь? Да, все это помню, прекрасно помню. Все, я все прекрасно помню, Эдо. Спасибо тебе, дорогой. Ты говоришь истину. Ну, религия на службе у государства, у КГБ. Да, совершенно верно. Если их надо отправить в Сирию, отправить в Сирию. Надо будет в Афганистан, в Украину, Куда надо? Религиозный соус обеспечен всегда. Вы знаете, что даже в Карабахе были чеченцы. Шамиль Басаев был в Карабахе. Даже в Карабах они приходили. А какому чеченцу нужно было приезжать в Карабах? Да? Приезжали. И тогда эти чеченские группы, которые приезжали, были в союзниках с генералом этим Шамановым, герой Азербайджанской республики. Да. То есть перед тем, как вырезать чеченцев, генерал Шаманов вырезал армян. Владимир Григорьевич, если память мне не изменяет, герой России, герой Азербайджана, орден Истиглал и так далее. Ну вот, чеченские группировки, которые пришли туда, они приходили сражаться с кафирами вместе с генералом Шамановым. Пожалуйста. Тем генералом, который вырезал в том числе и чеченский народ. Вот представляете, как они умело манипулируют религией? Представляете, как они ловко манипулируют, жонглируют религией. Поэтому влияние религии на состояние народа, на его духовные цели, да, оно должно быть ограничено сильным светским демократическим обществом. Это мое мнение. Они должны быть ограничены. На сегодняшний день система управления государства, которая, мы все знаем, в оккупированной Чечне, как ты думаешь, она идет по той же модели Шаманова или все-таки есть какая-то более усиленная или более ослабленная система? То, что сейчас происходит дома у нас, у чеченцев, да, в Чечне, что это вообще? Вот это КРА, это что? Русские, турки или арабы? У меня есть несколько знакомых в Саудовской Аравии. Один из них, кстати, шейх, исламский деятель. Арабам мы сейчас не интересны. Арабам мы абсолютно не интересны. Именно арабам, саудитам. Мы вообще не интересны, потому что, во-первых, у них очень много денег. Они очень хорошо живут. И, в принципе, им уже глобализация, они как монголы, они уже ушли. Но, как говорится, осадок остался. И инструмент влияния на народы уже перешел из рук арабов. Этот инструмент перехвачен, скажу вам так. Ислам, если смотреть на ислам чисто как на инструмент глобализации. Перехвачен кем? Россией и Турцией. Этот инструмент у них в руках. Однозначно. Есть неограниченное количество примеров, как Россия использовала исламский фактор в достижении собственных целей. В том числе и захват дворца Шаха Амина в Кабуле в 1979 году в декабре, если память мне не изменяет. В России, смотрите, в Санкт-Петербурге есть очень интересный центр. Называется Кунсткамера. Слышали, наверное, про Кунсткамеру? Да, слышали. Там есть военный институт иностранных языков и есть кафедры. Есть кафедра армяноведения, есть кафедра кавказоведения. И там каждый народ, как животных изучают. И нас с вами тоже. У них собраны намного больше материалов про нас, чем мы можем себе представить. Они знают, как с нами работать. Это обычная практика колонизаторов. Например, в армяноведческом центре Санкт-Петербурга основные профессора армяне, которые наш народ продают императорам.
а именно характер нашего, нас изучают как животных. И вас также изучают. Голова, вы знаете, да, такой был аварец Хаджи Мурат. Хаджи Мурат, Его, по-моему, нет в живых, да, я насколько знаю. участник газоватов во времена имама Шамиля. Его голова отрезана в спиртовой банке, находится в Кунсткамере. И это только это то, что мы знаем. Это то, что мы с вами знаем. А сколько людей там, головы людей оторваны, хранятся в спирте, никто не знает. Много. Они наши черепа сохранили, они наши черепа изучают, наш волосяной покров. Все изучают. Поверьте мне, с нами обращаются как с животными. Как с настоящими животными. Вы не представляете, как они на нас смотрят. Как они на нас смотрят. И это все делается с завязанными глазами у нас. Наши глаза и уши закрыты, глаза завязаны. Мы не слышим друг друга, мы не видим друг друга. Мы о друг друге практически ничего не знаем. Практически. Умудряемся еще и враждовать между друг другом. Естественно, потому что кормят-то из одного центра. Знания. Вот князь очень хорошо заметил. Вот Мар, великий ученый, там Иванов Гамкрелидзе, но этого недостаточно. Больше было концлагерей, чем во всей гитлеровской Германии. Недавно такой интересный, забавный случай был. Группа студентов, не скажу из какой страны, училась по госзаказу в Париже, в Сорбонне. И эти студенты написали письмо своему президенту, мол, что за безобразие, почему французы фальсифицируют нашу историю. Вот один из таких примеров. То есть, как только эти люди попадают в другое сообщество, в другое цивилизационное пространство, они узнают совершенно противоположное то, чему их учили с детства, с пеленок. Понимаете? Поэтому нам надо создавать прямые связи с западными институтами по изучению нашего наследия. Мы оторваны, мы изолированы, мы изолянты. Первые шаги, получается, это ребята, которые будут обучаться в высших учебных заведениях, антропологи, историки, гуманитария, даже юристы, да, вот эта вот часть, этот косяк детей, которые должны это все обучать. Эд? Проблемы создают споры, а споры создают проблемы. Конца, итога нет. Да. Князь, свое мнение скажи по поводу диалога. Нормальный, хороший диалог. Почаще надо. Вот таких вот, которые умеют держать речь. Не, так сказать, не такие, как я. Ну, я писатель, я не оратор, поэтому я не умею говорить. Держать речь не умею как. Вот Эд молодец. Хочется таких слушать. Ну, про мелкие там эти, ничего страшного. В общих чертах правильно, верно. Спасибо большое. Вы знаете, князь, я буду честен, я многого могу не знать, много могу ошибаться, я не безгрешен. Но если я что-то узнаю, которое меня вот интересует, я обязательно начинаю рыться в других источниках, других народов. Это очень важно.
Смотрите, я знаю 5 языков. Я говорю на 5 языках. Я пишу, читаю по-арабски. Я читал Коран, естественно, не по-арабски в переводе, но я могу писать и читать то, что написано в Коране на арабском, и, пользуясь словарем, могу понимать, что там написано. Почему я это вам говорю? Сейчас я вам скажу. В 1980-х годах я уже в совершенстве знал английский язык. И, еще ребенком смотрел программы советские, да, и когда вот передавали какого-то иностранца речь, быстро шел перевод, если помните. И сейчас это так же. То есть переводчик не ждет, чтобы он закончил речь, а потом перевел. Он переводит как бы вроде якобы синхронно. На самом деле, когда уже появилась возможность находить прямые речи президентов каких-либо стран и так далее, и когда я смотрел то, что передавали по телевизору, перевод, и в оригинале, они сильно различались. То есть, если чеченец не понимает английского языка, ему по телевизору говорят, вот Джордж Буш сказал вот это. Вот, и там текст, да, читается. А когда заходишь на страницу президента США и читаешь его официальный текст, который он якобы сказал по российскому телевидению, смотришь совершенно иной текст. Совершенно. Можете проверить. Вы все можете проверить. Российское телевидение открывайте или турецкое и смотрите, какой перевод, а потом заходите на сайт, слава богу, есть интернет, и сравнивайте тот текст с этим текстом. Идет оболванивание населения. Оболванивание. А так как мы малочисленные народы с вами, нам это более опасно, чем простым русским. Для простых русских это не так болезненно, как для нас. Мы введены в заблуждение. Огромные заблуждения. То, что я вам сейчас здесь сказал, это очень легко проверить. Очень легко. Вот возьмите, вот сегодня откройте какой-нибудь Соловьева, который там типа цитирует, и проверьте. Это очень легко. Нас обманывают. Есть очень Это то же хороший... самое, как Коран на русском языке, смысловой перевод, и Коран на английском языке. Вот то, что Хармас нам все время говорит. Да. Русский смысловой перевод однозначно он вообще не совпадает с английским смысловым переводом Корана. Вот Сейчас я вам очень интересный эпизод из Библии расскажу. Библия Бытие. Одно из старых, якобы, самых старых утверждений. Написано, значит, английская Библия, изданная в 16 веке, написано: «Сыны солнца спали с женами земли рожденных, и от них рождались исполины, в кавычках, титаны». Английская Библия, 18 век. «Сыны Бога спали с женами, ходили к женам земли рожденных, и от них рождались исполины». Армянская версия, 1500-е года. «Сыны богов ходили к женам землерожденных». Вот, вроде как бы 3 разные Библии, 3 разные тексты. То же самое в Коране, везде. Религия, как вам сказать, есть хорошее советское произведение, это Ильфа и Петрова, «12 стульев». Помните слова Остапа Бендера, когда священнику говорит: почем опиум для народа? Вот Советский Союз очень умело превратил религию в хороший, лучший инструмент. Вот посмотрите, 60-50 тысяч мечетей в Турции открыто. Почему он мечети открывает? Почему он не открывает школы? Мечеть и медресе, мечеть, медресе. Для чего? Дешевле. Понимаете, построить больницы, построить профессионально-технические училища и так далее. Это ж дорого. Это ж оборудование. А тут вот в одной книге все есть. Все вопросы, все ответы. Если я не прав, бросьте в меня камень. Чеченский народ готовят к закланию.
Так А же, вы как и знаете, нас. сколько у нас открыто мечетей? Ну, представляю. Легче управлять. Легче. 1500 мечетей. Народу всего, да сколько, ну, чеченцев? 1,5-2 миллиона в мире. Каждому по одной, каждой семье по одной мечети Ну, получается. получается же так. Получается же так. В Дагестане еще Теперь больше. скажите. О, в Дагестане, о, там ауе. Народы Дагестана, народы и национальности Дагестана живут очень плохо. Вы все прекрасно знаете. Прекрасно. Все эти народы имеют хороших ремесленников. Лакцы, кубачинцы, ну, все мы знаем, да? И для того, чтобы, например, создать какую-нибудь школу по чеканке, по кожевенному делу. Нет, мечеть ваххабитская, не ваххабитская, суфистская, не суфистская, шиитская, не шиитская. Вот их причины их споров, вот темы разговора в Дагестане. Если я не прав, бросьте в меня камень. Сколько музыкальных школ? Я вам советую, значит, в ТикТоке, Абил, вас не слышно. Maşallah buçu lang. Машвоз. Üstüke Машвоз. çubahkin çeri maseri büzde maşallah. Машвоз. У нас сегодня гости русскоязычные, это наши братья-армяне. Немножко сегодня ведем диспут, общаемся друг с другом. Приветствую всех свободных людей в этом чате. Здравствуйте. Эд Заил – это наш старожила. Здравствуйте, Как говорится. меня зовут Эд. Я немного припоздал, если просветите, что Ну, обсуждаете. мы уже почти заканчиваем. Эфир записали, наши вот эти диалоги, все моменты по истории касаемо религоведения, религии самой. Прослушаешь уже позже. Очень много было информации, как говорится. Но Эд обещал нам, что он будет часто к нам приходить. И мы ждем один общий крупный эфир, как говорится, с вопросами-ответами. Сегодня мы просто свободный микрофон собрались все и как бы послушать и Эда, и Алекс, да, по-моему, Алекса. Абил, да, ага. Всех наших ребят, которые к нам в гости пришли. Ну, один общий крупный эфир будет, как бы мы планируем. Да, Эд? Да, естественно. Но он у меня будет сегодня в 21:00, 21-22:00. Да, я помню. На какой платформе? На какой платформе? На какой вы скажете? Все окей. Принято. Ну, у него получается 21:00, у нас это получается завтра. Да. У меня уже завтра. Ну, у нас с тобой уже завтра, да, получается. У нас уже все. Эд, один момент вспомнил. Пожалуйста. Не помнишь, кажется, у Ксенофонта, когда Кир Великий, Армения решила отколоться и присоединиться к Римской империи, Кир пошел на Армению. Не помнишь этот момент? Да, у Ксенофонта. Ну, короче, просто момент такой был. Тут у нас ресторан Урарту. Тогда он уже уехал. Вартан был молодой директор ресторана этого. Он уже уехал в Армению, живет там.
И как-то заехал к нему, ну, по работе, по службе. Я попросил администратора позвать. Он вышел, ну, он двухэтажный, как цокольный этаж, и вот это самый первый этаж. И он меня потащил вниз на цокольный этаж, зал. И там, я сейчас уже не помню, что там было. Ну, армяне гуляли. Ну, какой-то праздник был, кажется, армянский. Никакой, ни свадьба, ничего такое. И, короче, ну, у меня было время, давай это самое, посадил меня. И, ну, через некоторое время попросил меня там тост сказать. И я, ну, женщина, мужчина, там, народу человек 50, наверное, было. Я вспомнил момент, я говорю, когда Армения решила от Кира отколоться, присоединиться к Крымской империи, Кир Великий пошел на столицу Армении. Ой, как же... Артаваст, это отец Тиграна Великого. Арташес. Тигран. Да, ага. Ну, Тигран еще был принцем тогда, отец его был живой царь. И они свои семьи отправили в горы, ну, в крепости там дальние, и решили обороняться от Кира. Ну, Кир, сам понимаешь, великий он не назывался, величайшим, умный мужик, зная, что армяне предпримут такой шаг, перехватил их семьи, подошел к столице, типа, открывай ворота. Ну, армяне говорят, нет, мы будем биться. Ну, он раз, вытаскивает их жен, детей, там, внуков. Ну, открыли ворота. Ну, царю говорит это самое, Кир, вот что дашь за свою жену? Ну, царь там, столько-то там золота, столько-то того, столько-то всего. Ладно, типа, отдал. Так, Тиграну говорит, а ты, типа, принц, за свою жену что дашь? Он говорит, я за свою жену жизнь отдам. Ну, Кир улыбнулся. Хорошо, отдал ему. Ну, в итоге он, правда, стал его правой рукой, насколько помнишь, да? Они стали друзьями хорошими. Ну, короче, это самое, все там разошлись, маленько там чуть-чуть попировали. И когда ушел Кир, там, Тигран говорит жене, ты видела, говорит, какой он, ну, Кир действительно был высокий, красивый, благородный, умный, все такое. Видела, какой он вообще, какой красивый, какой статный, там, величавый, все. Она говорит, нет, говорит, жена Тиграна. Говорит, нет, говорит, не видела. Как не видела? Говорит, ты что, вот же это самое, стоял, я с ним, все это. Ты же это, тебя же в смысле, захватывал-то, перехватывал, не, конечно, не он, а его воины, все. Но все равно ты же, говорит, видела все. Да не, говорит, я не видела. Он в шоке. Говорит, как не видел? Говорит, а ничего, говорит, не видела. Я, говорит, смотрел на того, кто сказал, за меня жизнь отдаст. Я эту историю в первый раз сегодня услышал. Я знаю одну другую реальную. Я доскажу, Эд, доскажу. А потом, короче, ну давайте, типа, это самое, выпьем за то все, там, ла-ла-ла, за любовь, там, это. Не то, что женщины, мужчины сидят, плачут, блин, слезы на глазах. Меня после этого все армяне красивые. Ну, это было давно, лет 22 года назад, кажется, это было. Ну, короче, меня уже после этого все армяне тут, которые не знали, знали. Вы знаете полководца Краса? Римского полководца Краса? Да, конечно, конечно. Крас, по-моему, Аурелиус. Вы знаете, да, что он был
Спартак, повержен. да. Да, тот, который победил в Спартака. Как раз был повержен около Арташата, под горой Арарат. Был повержен объединенным армяно-парфянским войском. После этого пришел Марк Антоний и заключил с армянами мир, с царем Арташесом. Он пригласил царя Арташеса на свадьбу в Египет, в Александрию, на свадьбу Марка Антония и Клеопатры. Арташес со своей семьей пошел на эту свадьбу. Это факт, это в римских источниках тоже есть. Пошел на свадьбу, и Марк Антоний приказал им встать на колени, потому что все вассалы Рима вставали на колени перед Клеопатрой. Арташес ответил, что он не встанет на колени, потому что он царь страны, и он не обязан перед его женщинами становиться на колени. Тогда обезглавили и царя Арташеса, и его жену, и его детей. Это описано в римских источниках. Такое было. Это было, реально было. И в египетских источниках это есть, и в римских, и в наших. Армянский царь был убит в Александрии. Это и послужило поводом, что Армения начала враждовать с Римом. Царь Тигран долго боролся. Царь Митридат Понтийский. Вы знаете, да, полководца Ганнибала? Ганнибал в то время, когда... Конечно, Ганнибал отечественный. Да. Ганнибал закончил свою жизнь в Армении. Он получил политическое убежище в Армении, скажем так, от Рима. То есть Армения была в состоянии предоставлять политическое убежище врагам Рима. То есть это говорит о том, что Армения была сильным государством. Не каждый мог бы бросить перчатку Риму. Были у нас войны. Была другая война, вот лезгины подтвердят. Это битва при Гавгамелах. Александр с Дарьем. На его правом фланге были армянские, албанские войска и народов Кавказа. Там чеченцы не упомянуты, но я более чем уверен, что пайнахи тоже там были. Не может такого быть, чтобы они не были. Потому что мы пытались защититься от македонского и, в принципе, защитились, потому что македонский не зашел на Кавказ. Он не зашел. То есть эти 100 тысяч людей, которые погибли в битве при Гавгамелах с Кавказа, они, скажем так, не зря погибли. А македонский обошел Кавказ. Это факт. У него, по-моему, Аристотель тоже с ним ходил. Эд, сколько римских императоров было армян? Византийских. Много. Да. Очень много. Да, византийские, римские все равно считается. Ну да, Восточный Рим. Много. Это княгиня Анна, жена Владимира, тоже была армянкой. Князя Владимира Киевского. Она тоже была армянкой. Анна Киевская. Или Анна Византийская. Она тоже была армянкой. Да, было мощное государство. Но вот в 301 году приняли христианство, в 401 году потеряли государственность. Вот спасибо христианству. Сослужило службу. Но в 9 веке опять восстановили. Есть, если вам будет интересно, была встреча между католикосом Авраамом II и Мухаммедом, предводителем мусульман. Есть фирман, написанный Мухаммедом. Даты, если можно. Извините. 7 век. Этот фирман в Стамбуле. Я видел его. Фирман находится в Стамбуле, в музее. Когда, по-моему, султан Селим, когда пришел в Палестину, в Иудею, армянские священники вышли, показали ему фирман предводителя мусульман, чтобы он их не трогал. Он поблагодарил священников, он забрал этот фирман и дал им новый фирман, уже свой, султанский. То есть уже турки считались халифами мусульман. И вот эта копия хранится в армянской церкви. Этого Селима. Селим, по-моему, был султан, если память не изменяет. А
тот документ, который давал Мухаммед, предводитель мусульман, он у турков. Он написан для армянской церкви. И там написано, что мы не должны давать джизью. Знаете, что такое джизья? Армяне были освобождены от джизьи. А потом уже турки на армян положили джизью. Вы знаете, что такое? Называется кафирский налог. В Турции он назывался в Османской империи налог на кафиров, неверных. Да, потом поэтому армяне начали же мусульманство принимать в Турции, в Османской империи. Чтобы что-то не платить. Значит, скажу вам, Основном сейчас в Турции живет более 2 миллионов мусульман-армян. Сейчас. Вот на сегодняшний день. И эти армяне начали исламизироваться, начиная с конца 18 века. Есть очень много свидетельств о том, что армян все равно продолжали преследовать за то, что говорили на родном языке. Был, выпущен фирман султаном, по-моему, Сулейманом, этим ублюдком, которого хвалят, это великолепный век, фильм такой сняли, типа он что ни на есть добродетель. И он запретил говорить на языке, и был фирман, который указывал на то, что кто-либо, если будет говорить на каком-либо кафирском языке, будучи мусульманином, ему надо отрезать язык. Это сделал Сулейман Великолепный. Мехмед IV очень сильно гонял армян. Мехмед IV, 1680-е годы, очень сильно. Так сильно погонял армян, что 5000 армянских солдат из турецкой армии убежали в Европу к этому королю Яну Собескому, польскому, который разбил турецкие войска под Веной. 1683 год, если память не изменяет. Нет, это 19 век, какой год, я не помню, 1880-х, что-то такое. Князь Голицын, что сказал про армян на Кавказе, в Грузии? Единственный армянин, который должен здесь находиться, это чучело музея армянина. Угу. Русский князь. Угу. Да, Лобанов Ростовский, посол в Турции, на приеме у султана заявил: Армения нам нужна без армян. Это заявил Лобанов Ростовский. А Голицын тоже, по-моему, в Тифлисе уже сказал, что должен остаться в этом мире один армянин и его чучело. Да, в музее, чтобы люди видели их. Ну, понимаете, в чем дело? Ванское царство, где наша самая главная крепость, да, Арадская, Ванская крепость, вот с этими клинописями. Ванское царство и гора Немрут, где сохранились пантеон, где сохранились остатки пантеона наших богов, да, это не дает им покоя. То есть они не могут считать полностью землю отуреченной, исламизированной, пока есть эти слои. Поэтому вычищаются. Если посмотрите в курдских турецких деревнях на востоке нынешней Турции, на юго-востоке, большинство домов курдов построены в фундаменте. Вы можете увидеть очень много крест-камней, этих хачкаров. Очень много. То есть они могилы разобрали и эти камни положили как основные камни для фундамента. Если есть интерес, могу потом прислать вам. Люди ходят в курдских деревнях, турецких деревнях. Камни могильные установлены как первые камни для фундамента. Армянские письмена, курды не стирают, в отличие от турков. На них можно спокойно прочесть на армянском языке. А что касается чеченцам
Ницше очень хорошо говорит. У чеченцев подменили понятие гордости и гордыни. По-моему, какие-то силы пытаются в чеченцах развивать гордыню, а не гордость. Ну, вот эти, скорее, я бы сказал, меняют этнотип чеченцев. Это взгляд со стороны. Взгляд со стороны. То есть внутри жестокое общество, иерархия, сильная иерархия и, естественно, сильнейший репрессивный механизм в чеченском народе. Сильнейший, один из сильнейших. Несмотря на такую малочисленность, у вас более жестокие законы, чем, например, у китайцев. Понимаете? Это видно. У нас тоже они пытаются так делать. У нас тоже. Ну, пока все. Флайнг, слышь? Да, слышу. Один такой секрет, или как тебе сказать, шутка, конечно. В Древнем Риме в центре стоял памятник. И если вспомнит, скажет кому. Было написано великому оратору, сыну армянского народа от Великого Рима. Эд, как звали парня этого? Нарекаций. Нет, Парвыра, что-то такое. Не помню, как его правильно зовут. Пароли, кажется. Их было несколько. Анания Ширакаци, философ. Министром здравоохранения Турции, Османской Турции, 16 век. Знаете, кто был? То есть визирем по здравоохранению. Был Амирдовлат Амасиаци, тоже армянин. Ну, я почему Флайн говорю это, рассказывая. Конечно, с Парвыра, которому Рим ставил памятник как самому красивому оратору. Кстати говоря, он, кажется, даже студентом был в то время. Ему поставил Рим памятник. Так что армяне фланг умеют говорить. Да, согласна. Давайте сегодня уже гости наши тоже устали немножко. Спасибо вам. Сегодня всех отпустим. Эд, мы были очень рады вас слышать. Я тоже. Как говорится, шикарные диалоги, шикарные вопросы, ответы. Спасибо вам огромное. Позвольте сказать несколько слов. Да, конечно. По окончанию нашего эфира я внимательно слушал. Значит, я лезгин. Нынче я нахожусь в Норвегии. И то ко мне приезжал даже сюда, в Норвегию. Значит, мы с ним познакомились где-то, наверное, в 2000, то ли 2011 году, то ли 2012 году на Фейсбуке. У нас были с ним разногласия. Я почему-то считал, что Россия, христианское государство, обязательно поддержит христианское братство, значит, Армении и так далее. Мы с ним спорили, и в конце концов я понял, насколько он так вот глубоко знает историю. Он ко мне приезжал несколько раз в Украину, он приезжал ко мне сюда в Норвегию. Я был несколько раз в Армении. Я просто советую, я не знаю, да, я так понимаю, мы все там живем сейчас в разных странах, по возможности посетить Армению. Это фантастическое государство, фантастическая страна. Это страна храмов, это страна истории, это страна церквей. Это, я даже не знаю, мне слова не хватает, чтобы выразить, насколько благородный народ армяне. Меня они просто тащили там, давай ты сегодня будешь моим гостем, давай ты будешь сегодня моим гостем. Они меня угощали, они там мне презентации всякие, они мне подарки всякие дарили, и все.
Абил, у тебя микрофон выключился, но давай ты меня не перехваливай, пожалуйста. Спасибо моим войнавским друзьям за гостеприимство. Благодарю вас за теплый прием. Буду стараться по вас. Вам спасибо огромное. Мы ждем вас, назначим большой прямой, как говорится, эфир, пригласим еще гостей. Сегодня как было немножко такое знакомство с нашими ребятами, с нашими подписчиками. Пусть их будет небольшое количество, но я выставлю с вашего разрешения эфир, который был у нас сегодня на нашей страничке, чтобы люди могли послушать. И потом мы с вами назначим встречу, назначим время и будем, как всегда, вам рады. Спасибо вам огромное. Благодарю вас. Спасибо. Счастливо. До свидания, друзья. Спасибо. До свидания. До свидания. Масан Дейрейс Халил за то, что зашли, поддержали, послушали. Вопросов много не было, но я думаю, что очень много взяли с этого, как говорится, прямого эфира. Эфир общий, что я имела в виду, что мы назначили с Эдом большое интервью. Мы обговорим, когда и как это будет. Если вы хотите, подготовьте свои вопросы. Не стесняйтесь. Обязательно пригласим нашего князя, наше достояние, нашего историка. Пригласим еще других людей. Да, Муква. Вот. Дейрейс Хилилшин Масарна. Ну, ты Флайн сказала достояние. Ты наше достояние, чтобы все другие тоже знали. Поэтому ждите анонса, слушайте эфир, если кто-то пропустил, там зашел на серединку или на конец и так далее. На Ламан Марзо опубликую сейчас полностью всю запись. Да, это была серия. Пусть в каждом из нас живет свобода. Приходите свободными, живите свободными, оставайтесь свободными.